Следственный отдел третьего отделения полиции в Якутске считается одним из лучших в столице по результатам работы. В отделе трудится 10 следователей с 8 утра до глубокого вечера. Степан Палетинский прошел все ступени работы. Пришел в отдел в 2012 году следователем, а через 9 лет службы был назначен на должность начальника. По моему мнению, допустим, следователь должен быть не только юридически образованным, да? У следователя должны быть таланты как немножечко психолог, настойчивый должен быть, потому что все-таки следователь работает с разными типами людей. Сотрудники органов следствия МВД расследуют дела уголовной направленности, большинство из которых это кражи, а также грабежи, разбой, преступления против личности. Еля Филиппова пришла в следственный отдел еще студенткой проходить практику. После защиты диплома вернулась в отдел уже на постоянную работу следователем. Выехав на место совершения преступления, мы, соответственно, сначала беседуем, отбираем объяснение, устное или оно письменное, чаще всего письменное, объяснение с очевидцев, также заявителя, и приступаем к осмотру места происшествия. Осмотр места происшествия проводится старшим следственно-оперативной группы, соответственно, если это мой выезд, я старший следственно-оперативной группы. Проводя осмотр места происшествия, чаще всего с участием эксперта, специалиста, вернее. А потом начинается кабинетная работа. Рабочий день у следователя ненормированный. Придя в 8 утра в кабинет, многие уходят домой в 10 или в 11 часов вечера. У каждого из них в разработке по десятку, а то и по 2 десятка дел. Но многие из них никогда не променяют свою профессию на какую-либо другую. Потому что считают, что следователь – это не просто профессия. Следователь – это призвание. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск.